Добрый вечер, это программа «Итоги дня» на канале Якутия-24. В студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня. COVID-19. Как обстоят дела в республике? Каковы темпы вакцинации? Преступление и наказание. Суд назначил бывшему гендиректору аэропорта Якутска 13 лет лишения свободы и 26 миллионов штрафа. Пленарное заседание Илтумен. Какие вопросы рассматривали народные депутаты и какие приняты решения? Награды героям в Якутске официально поздравили победителей недавних крупных соревнований по бегу и спортингу. Сахатеатр в Татарстане. На сцене Академического театра в Казани состоялась премьера якутского спектакля «Алитет уходит в горы» режиссера Андрея Борисова. Якутский городской суд назначил бывшему гендиректору аэропорта столицы республики 13 лет лишения свободы в исправительной колонии за получение взятки в размере 3,5 миллионов рублей. Кроме того, он выплатит штраф в размере 26 миллионов рублей. Так, с января 2016 по март 2018 года руководитель предприятия получил средства от гендиректора организации, занимающейся коммунальным обслуживанием объектов аэропорта. Ему передали деньги за беспрепятственную работу на территории аэропорта, а также продление и перезаключение договоров. Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, однако стороной обвинения представлены достаточные доказательства, подтверждающие виновность подсудимого. С учетом ранее назначенного наказания суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 26 миллионов рублей. Приговор суда в законную силу не вступил. Опыт якутских властей в области противодействия коррупции могут перенять субъекты Дальнего Востока. Сегодня в столице региона начала работу межрегиональная научно-практическая конференция по актуальным вопросам в реализации государственной политики в области противодействия коррупции. В мероприятии принимают участие практически все субъекты Дальнего Востока, а также Татарстан и Москва. К нам приехали с администрации президента Российской Федерации руководитель управления по противодействию коррупции. Они проводят тут занятия, семинары с министерствами, с регионами, доводят до нас необходимые, так сказать, требования, необходимые, так сказать, механизмы, да, которые там мы будем проводить в жизнь. В программе запланировано обсуждение ряда значимых вопросов, например, о стимулировании реализации госполитики и противодействии коррупции в субъектах России, входящих в Дальневосточный федеральный округ, от традиций к инновациям. Также об основных направлениях деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений в республике, анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера как основание для проведения проверок, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и многое другое. Завтра Якутия перед гостями конференции представит целый блок работы региона по этим направлениям. Мне кажется, вот тот опыт, который сегодня мы приобретем, наверняка он будет подхвачен и другими регионами, которые сейчас уже в настоящий момент находятся на связи, которые сейчас уже активно ждут первого блока контента, который мы подготовили. Я думаю, что сегодня будет такая хорошая прорывная позиция, диалог состоится, и я думаю, не только для того, чтобы выработать, может быть, какую-то общую линию дальнейшего развития антикоррупционной деятельности, но еще и для того, чтобы организовать площадку по обмену опытом. То есть в каждом регионе вырабатываются такие свои какие-то новые подходы инновационные, и я думаю, что выиграет абсолютно каждый регион, кто сегодня будет на связи с нашими лекторами, с нашими спикерами. В ходе пленарного заседания Государственного собрания Илтумен сегодня в окончательном чтении приняты изменения в региональный закон об охране здоровья населения в Республике Саха-Якутия. Законопроект, разработанный в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, внесен для рассмотрения в парламент главой Якутии Айсеном Николаевым и группой народных депутатов. Проектом закона предлагается установить, что руководитель исполнительного органа государственной власти республики в сфере охраны здоровья назначается главой Якутии по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Кроме этого, народные депутаты Госсобрания Илтумен поддержали кандидатуру на назначение в должности в состав Конституционного совета Якутии.
Кандидатуры были представлены главой региона Айсеном Николаевым. Таким образом, председателем Конституционного совета республики назначен Петр Гоголев. Заместителями председателя стали Алексей Ефимов и Олег Мирановский. Все они профессионалы своего дела и пользуются большим уважением среди коллег. Поздравляю с назначениями и желаю им успешной работы, сообщил глава республики в социальной сети Instagram. Также инициативу главы республики и группы народных депутатов о предоставлении дополнительных мер соцподдержки ветеранам тыла поддержали на пленарном заседании Госсобрания. Таким образом, ветераны тыла получат возможность на внеочередное оказание медпомощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, в том числе ежегодная диспансеризация в медорганизациях, независимо от организационно-правовой формы, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности. Кроме того, им предоставляется право на внеочередной прием в организациях соцобслуживания, которые предоставляют соцуслуги в стационарной и полустационарной форме, а также в форме обслуживания на дому. К другим новостям, за последние сутки в республике зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19, из них 56 в столице. Что касается улусов, то в Амгинском 8 случаев, в Балданском, Вилюйском районах по 5, в Ленском, Мирнинском по 4 случая, в Мегино-Кангаласском и Хангаласском по 3, в Чурапчинском 2 случая. Что касается прививочной кампании, то в республику поступило за все время 208 109 доз вакцины против коронавируса. Первый компонент получили 186 625 человек, вторую – 140 170 человек. На сегодняшний день, и вчера это также было отмечено на штабе у Гуликовой, поменялась картина заболевших, и мне хотелось бы акцентировать внимание, что сейчас у нас чаще болеют молодые люди. К сожалению, это та когорта населения, которая не очень благосклонно относится к своему здоровью, мало внимания обращает на него, и чаще такие люди поступают уже в запущенном состоянии. Поэтому хотелось бы напомнить нашему населению, что при первых признаках ОРВИ, простуде, нужно обязательно обратиться к врачу для того, чтобы диагностировать, действительно ли у вас просто простудное заболевание, либо это ковидная инфекция, и своевременно начать лечение. Тем временем число заболеваемости молодых людей COVID-19 растет. На сегодня в красной зоне городской республиканской клинической больницы лечение проходит 400 пациентов. Возрастная категория от 30 лет, среди них и тяжело больные. Репортаж Катерины Винокуровой. 3 корпуса городской республиканской клинической больницы открыли красные зоны в прошлом году. Больница рассчитана на 480 коек, из них 30 в реанимационном отделении. Здесь, в самой горячей точке борьбы с коронавирусом, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии на сегодня находится 27 человек, среди которых и молодые люди. Ковид молодеет, больных с молодых в возрасте до 30 поступают. Раз в неделю это уже как стабильно для нас стало. В крайне тяжелом состоянии здесь находится в том числе и из-за осложнений и многих хронических заболеваний. Больница полностью оснащена аппаратами ИВЛ и всеми необходимыми медикаментами. Обеспеченность у нас 100%. У нас на 30 коек 30 аппаратов искусственной вентиляции легких, на каждую койку по одному искусственному вентилятору вентиляции. На данный момент у нас находится около 7 пациентов на искусственной вентиляции легких. Кто-то находится на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Это тоже аппарат делает, он помогает пациентам дышать, когда они находятся в полном сознании и самостоятельно контролируют частоту своих дыхательных движений. 5 круглосуточных постов. На каждый приходится по медсестре, врачу и 2 санитара. У каждого всегда есть работа. 27 пациентов, и каждый требует ухода и внимания. Несмотря на то, что на сегодня уже выработаны строгие алгоритмы при лечении, болезнь протекает тяжелее. В последнее время стало намного тяжелее. Хотя, конечно, все лечение у нас известно, но заболевание уже трудно поддается этому лечению, и люди болеют тяжелее, намного тяжело. Хотелось бы, чтобы их призвать, чтобы они были более ответственны, все-таки они, чтобы берегли себя, свое здоровье и здоровье своих близких и родных. Коронавирус может подтолкнуть грани между жизнью и смертью каждого. Не стоит забывать об этом каждый раз, выходя из дома и надевая маску. Возможно, она единственная, что отделяет нас от ковидного госпиталя.
Тест на наличие антител IgG или иммуноглобулины G теперь можно сдать по новой технологии. Тест-система нового поколения сегодня поступила в Республиканскую клиническую больницу номер 3. Разработали ее в научном институте Гамалеи, и теперь новая тест-система доступна во многих российских городах. Чем она отличается от привычных нам ИФА-тестов и почему ее называют наиболее очной, в репортаже Ульяны Шагиной. Новая тест-система, как признаются сами врачи, более точная. Она способна определить не просто наличие антител IgG в организме, а выявить в сыворотке крови пациента вирус-нейтрализующие антитела, что и позволяет отнести их к тест-системам нового третьего поколения. Уже привычное для нас ИФА-исследование, старый метод, да, определял на наличие антител класса IgG суммарное значение. А новый наш метод будет определять не суммарное значение, а именно наличие анти-РБД антител. Кстати, наличие антител даже в высоких титрах не всегда означает наличие иммунитета. Защитной функцией обладают только те, что нейтрализуют вирус. А это как раз-таки те, что блокируют РБД. Поэтому и точность новых тестов практически стопроцентная, так как они выявляют только определенные антитела. Метод тестирования такой же, как при ИФА, готовится не менее 3 дней. Делается чуть дольше РБД, поэтому внедряемся, учимся все делать новые. Сперва центрифугируем, все по нумерации смотрим. Делается целых 4 часа, один анализ. А РБД еще чуть дольше? Чуть дольше. Для проведения исследования кровь забирается также из вены и рекомендуют ее проводить не ранее, чем через 3 часа после последнего приема пищи. У пациента, контактировавшего со штаммом SARS-CoV-2, в крови должны иметься анти-РБД антитела. На днях узнала в инстаграм-странице больницы, я пациентка этой больницы, что делают здесь более углубленный тест на антитела. И решила сдать, потому что среди моих знакомых очень многие, оказывается, переболели на ногах, и я подразумеваю, что у меня то же самое было, потому что я несколько раз болела, сдавала ПЦРы, а вот антитела впервые сдаю. Пока тест-система нового поколения имеется только в Республиканской клинической больнице. Проводится она для лиц, переболевших, контактировавших, либо бессимптомно перенесших COVID-19, а также для вакцинированных после 21 дня после получения второго компонента противоковидной вакцины. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. По 10 тысяч рублей выплатят совершеннолетним школьникам с инвалидностью. Такой пункт содержится в поручениях Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля. Правительство России с учетом ранее данных поручений обеспечить предоставление в августе текущего года единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей школьникам с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет или их законным представителям, говорится в документе. Кроме того, президент дал указание распространить права на получение ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет на опекуна в случае смерти родителей. По данным Якутского УГМС, в результате обзора состояния водных объектов на 16 июня на участках рек Лена и Алдан наблюдается повышение уровня воды. Кроме того, в гидропостах Кангалас 15 июня сформировался максимальный уровень второй волны весеннего половодья, при этом общий подъем составил 3 метра. А на участке реки Алдан Суантит-Угина в пределах Алданского района наблюдается повышение уровня воды от 20 до 80 сантиметров за сутки. По данным мониторинга, в ближайшие сутки-двое ожидается рост уровня воды в пределах Усть-Майского района. На остальных реках республики уровень воды понижается с различной интенсивностью. Отопительный сезон продолжается в 4 районах Якутии. Это Валлайховском, Анабарском, Устьянском и Булунском районах. По информации отраслевых предприятий ЖКХ и энергетики, оперативная обстановка стабильная. Завоз топливно-энергетических ресурсов в навигацию ведется в штатном режиме. По линии ГУП ЖКХ ведется работа по замещению поставки угля с Джабари-Кихая на Сангарский угольный разрез. На контроле энергетиков обстановка и с лесными пожарами в зоне обслуживания ЛЭП. А водоканал приступил к промывке и дезинфекции магистральных сетей водоснабжения. К работам по подготовке к отопительному сезону ресурсоснабжающие и управляющие компании Ленска приступили уже сегодня. Ведутся плановые мероприятия, проводится ремонт теплосетей, идут текущие работы на котельных. Какие работы ведет Ленское предприятие тепловых и электрических сетей? Репортаж наших коллег.
В Ленске полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Ресурсоснабжающая компания ЛПТС проводит текущий ремонт в котельных, продолжает профилактику теплотрасс. Основные работы ведутся в коллекторе, там производится замена всех труб горячего и холодного водоснабжения. Иногда возникают такие вопросы, которые выходят даже за рамки разработанных ранее мероприятий в процессе ремонтных работ, подготовительных работ. Но эти вопросы – это текучка, это жизнь, поэтому мы готовы к этому. Так, в ходе профилактических работ выявлена протечка трубы в котельной Дорожной. Сегодня ведутся работы по ее замене. При исследовании трубы выявилась ее невозможность дальнейшей эксплуатации. Сейчас принимаем решение для того, чтобы демонтировать старую трубу, хотя в планах этого не было. Подрядная организация «Северстройсервис» ведет ремонт работы в микрорайоне Алроса. До конца июня предприятие планирует их завершить. Произведена замена трубопровода отопления, горячей воды, холодной воды. Все новое, протяженность 180 метров. Замена закончена, сейчас производятся утеплительные работы. Замена произведена уже 50%, 60%. И сегодня сейчас после обеда готовимся в резке горячей воды. В течение нескольких лет в микрорайоне «Северстройсервис» проводил замену труб ГВС и ХВС. Сегодняшний участок – последний. По всему поселку это осталось последние участки, потому что мы всегда меняли. Вот здесь протяженность там 200 метров начала. Мы в прошлом году все полностью заменили. Алрос уже 100% замена, все получается. По словам руководителя предприятия ЛПТС Владимира Шердакова, из запланированных мероприятий выполнено уже 10%. До конца сентября все работы будут закончены полностью. Затем за неделю до начала отопительного сезона будут произведены испытания всех систем. Отопительный сезон в Ленске обещает начаться вовремя с 7 сентября и пройдет так же организованно, как и в прошлом году. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Дочерние компании «Алроса Газ» ценят специалистов с большим опытом. Один из них, Владимир Сидоров, оператором добычи газа, он работает уже больше 20 лет. Почему их называют людьми, которые отвечают за голубое топливо, узнавала наша коллега Иванна Филиппова. Владимир Сидоров проводит продувку оборудования для отделения газа от примеси. Именно сюда, в установку комплексной подготовки газа, из скважин поступает голубое топливо. Работа оператора очень ответственная. Хоть и большая часть процессов автоматизирована, необходим контроль. Все зависит от нас. Как будет скважина работать, как будет подаваться, в каком количестве газ на газопровод. Задача службы – подготовить газ к транспортировке. Отсюда голубое топливо попадает в магистральный газопровод. Далее транспортируется на основные объекты Алроса – котельные, рудник «Интернациональный» и другие. Также газ провели и в село Тасюрях. С его вводом жизнь сельчан поднялась на новый уровень. После смены Владимир Сидоров спешит домой, где его ждет семья, любимый внук. Владимир считает себя счастливым человеком. Есть любимая работа и надежный тыл – семья. За столом домочадцы с удовольствием рассказывают будни и новости. Вместе решают насущные вопросы. Отец большого семейства в свободное время любит охотиться и рыбачить. У них свое хозяйство. Все натуральное. Сливки, кюрче, у нас вот творог. Детей и внуков с малых лет приучают труду. Ребята помогают родителям во всем. Только своим примером можно привить любовь к работе, говорит Владимир Сидоров. В деревне жить хорошо, все свое. Главное, чтобы работа была. А если есть работа, мы будем вот так строить дома, растить детей и внуков. Нефтегазовой отрасли Владимир посвятил больше четверти века. Его мечта – передать свой опыт детям. Возможно, через несколько лет сыновья продолжат его дело. Иванна Филиппова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Добавим и напомним, что «Алроса» является крупнейшим работодателем в Якутии. В рамках соглашения между «Алросой» и Государственным комитетом республики по занятости населения алмазная компания активно участвует в реализации проекта «Местные кадры в промышленность». «Алроса» проводит различные мероприятия по трудоустройству незанятых и безработных, в том числе и сельской местности республики.
По данным за период с 2012 по 2020 годы на работу в компанию поступили более 32 тысяч якутян. Продолжаем выпуск. Все больше мусора и бытовых отходов появляется в лесах по Вилюйскому тракту. Нерадивые дачники, забирая мусор со своих участков, не довозят его до мусорных баков, а оставляют в лесу по пути в город или просто складируют их у ворот полигона. По их словам, причиной такого беспорядка стал возврат платного приема мусора на полигон. Однако представители МУП «Жилкомсервис» опровергли эту информацию, подчеркнув, что бесплатно мусор принимали только весной. До 1 июня мы принимали этот мусор. Сейчас мы также принимаем этот мусор, но уже на общих основаниях. Любой человек может подъехать туда, на полигон, либо туда, либо здесь, взять талоны на захоронение по цене от 123 рублей до 370. Тут в зависимости уже от вида мусора. В Якутске на базе МВЦ Балермонтова 123 с 18 июня организовано предоставление услуги по включению граждан в федеральный список коренных малочисленных народов. Также все территориальные структурные подразделения МВЦ на территории республики в ближайшее время начнут оказывать госуслугу по регистрации лиц из числа КМНС в федеральном реестре. Главное преимущество существования такого реестра – это использование содержащейся в нем информации для получения мер поддержки коренными малочисленными народами России без необходимости постоянного подтверждения национальной принадлежности. Ежегодно, согласно правилам рыболовства, с 20 мая по 20 июня на территории Якутии проходит месячник запрета рыбной ловли любыми орудиями линка, хариуса, тайменя в связи с весенним нерестом. На территории Южной Якутии ситуация остается напряженной. За первый рейд в этом году инспекцией Среднеленского отдела рыбоохраны составлено 11 протоколов, изъято более 30 сетей и более 50 экземпляров различных видов рыб. Из них более 40 видов уже выпущено в естественную среду обитания. После 20 июня вылов рыбы разрешен с соблюдением всех норм вылова. Сетью сейчас разрешен лов только на рыболовных участках. Одна сеть на человека на реке и 2 сети на человека на озере. В Еленгринском районе таких 2 рыболовных участка. Они находятся оба на реке Тимтон, прописаны в правилах рыболовства. Любой гражданин может, связаться с Росрыболовством, замаркировать свою сеть, получить номер индивидуальный на сеть. И, пожалуйста, может устанавливать в этом районе сеть, и бирку привязывать. По итогам чемпионата России по бегу и по итогам чемпионата Европы по спортингу, которые проходили в начале июня в Подмосковье, сегодня в Якутске поздравили победителей. В соревнованиях по бегу на 100 километров среди женщин титул чемпионки России завоевала Изабелла Борисова. А что касается чемпионата Европы по спортингу, то его участниками стали 240 стрелков из 10 стран мира. Якутянин Аял Макаров занял 3-е место. В категории юниоров победителем стал 15-летний якутянин Рамир Николаев. Среди ветеранов бронзовым призером стал Василий Алексеев, а главным героем чемпионата стал якутский стрелок, мастер спорта России Николай Кобяков из Кобяйского района. Он выбил 182 мишени из 200 возможных, завоевал золотую медаль в абсолютном первенстве. Было, да, тяжело, каждый промах мог решить исход призового места, и было, да, тяжело. Хорошо, что все так сложилось, справился. Хотел выразить благодарность Министерству спорта, Федерации спортинга и стендовой стрельбы, родным, близким, коллективу своему, друзьям. Для сборной России по футболу в очередной раз настал день X. Если команда Станислава Черчесова не обыграет сегодня Финляндию, то попасть в плей-офф будет очень сложно. Сегодня, 16 июня, сборная России проведет свой 2-й матч на групповом турнире чемпионата Европы. Соперник – сборная Финляндии. Начало встречи в 22:00 по местному якутскому времени. В первом туре Россия уступила, как мы помним, Бельгии 3:0, поэтому победа над финнами оставит России неплохие шансы на выход в плей-офф. На сцене Академического театра в Казани состоялась премьера якутского спектакля «Алитет уходит в горы» режиссера Андрея Борисова. Сценическая композиция Сахатеатра поставлена по мотивам одноименного романа Тихона Семушкина. Выступление наших якутских артистов прошло в рамках Дней Якутии в Татарстане.
Сахатеатр также стал участником международного театрального фестиваля. Премьеру посетила моя коллега Айсана Бурнашова. Дореволюционное время. Чукотка. Жители полуострова дурманят американские колонизаторы. Скупая за бесценок пушнину и бивни морских обитателей, они устанавливают свои законы торговли. Потворствуют им и местные жители под предводительством главного героя – богатея Алитета. Заслуженный артист Якутии Василий Борисов. Именно он сыграл роль захмелевшего властью и деньгами героя. Он не считается со стариками, плюет на традиции, идет ва-банк наперекор народу. Но чуть позже Алитет поймет, ставки слишком высоки, не все можно купить за деньги. Череду насилия и эксплуатацию жителей Чукотки остановит любовь к родной земле. Роли все сложные для актера бывают, когда. Но вот эта роль далась мне более чуть-чуть тяжело, потому что в моей крови течет кровь малочисленных народов. Иногда была дрожь, когда проходили какие-то сцены, когда именно показывалось состояние народа. Тема самоопределения и выбора пути целого этноса красной нитью проходит по всей постановке. Уместить в двухчасовой спектакль целый период жизни малочисленного народа с их переживаниями и желанием жить на свободной земле – задача сложная. Но актеры справились, зал аплодировал стоя. Известный режиссер, о чем говорить можно? О чем говорит? Он хотел показать целый пласт жизни. Только Национальный театр интересен сейчас. Объемность, которую дает спектакль, и передний, и задний план. Актеры невероятные, просто вот веришь всему, как будто сам там находишься. Местами страшно, местами жутко, местами захватывающе. Очень приятно, что сюда привезли такой спектакль. В нашем театре это видеть очень мощно, здорово. Спасибо большое. Айсана Бурнашова, Джур Березкин, Казань, Татарстан. Таковы итоги дня. Сегодня смотрите Якутию 24, будьте в курсе.